Водитель «Лады Гранты» столкнулся с «Газелью» на федеральной трассе «Кавказ». Произошло это 29 октября в районе 10 часов вечера. В результате аварии водитель «Гранты» скончался при доставлении в Сунжинскую центральную районную больницу. И это не единственное ДТП за последнее время в регионе с летальным исходом. А всему виной чаще всего осознанное нарушение правил дорожного движения или же их незнание. Основная, конечно, причина – это скоростной режим, это выезд на полустречного движения, это несоблюдение очередности проездов. Все те причины, которые мы из года в год из нашего анализа выводим, это все те же причины. К сожалению, вот эта нетерпимость, неуважение друг к другу, к сожалению, приводит к тому, что они фиксируются. По словам сотрудников ГИБДД, за минувший октябрь произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 2 человека пострадало и 1 погиб. Есть случаи наезда на пешеходов. Так, 30 октября по улице Асканова в сельском поселении Плиево в результате ДТП 26-летняя девушка была доставлена в республиканскую клиническую больницу с различными ранениями. На сегодняшний день мы фиксируем ДТП, которые у нас есть, и понижение, и, к сожалению, есть рост. Рост у нас по показателям, к сожалению, по погибшим гражданам, которые погибли в результате дорожно-транспортных происшествий. Снижение у нас по количеству ДТП и по количеству тех граждан, которые пострадали. Конечно же, бы хотелось, чтобы цифры были более нулевыми, и граждане, все-таки соблюдая правила, понимали, что это не просто ДТП, который происходит, а это жизни людей. Самыми незащищенными в автокатастрофах оказываются дети. В этом году в результате дорожно-транспортного происшествия в Ингушетии погибло 7 несовершеннолетних. Со слов представителя ГИБДД, это результат халатного отношения родителей к правилам при перевозке детей. Во время аварии или резкого торможения непристегнутые юные пассажиры получают травмы более серьезные, чем взрослые. Игнорируют правила ремней безопасности, детских кресел, также неправильным поведением своим показывают пример ребенку, как нужно переходить проезжую часть, за чего ребенок этим пользуется и, к сожалению, погибает, либо же калечится. Сотрудники ГИБДД принимают различные меры для снижения количества ДТП и предотвращения нарушений правил дорожного движения. Патрулируют дороги, организовывают акции, проверяют документы. А в 3-м квартале нам удалось снизить показатели по сравнению с прошлым годом 3-го квартала, число показателей ДТП, раненых и погибших. Конечно же, это большие усилия, это рейдовые мероприятия, это очень большая агитационная работа, которая проводится через средства массовой информации, также среди населения. Мы надеемся, что и последние несколько месяцев этого года и в дальнейшем люди будут больше нас прислушиваться, ДТП будет все меньше и дороги будут более безопасны. Особое внимание уделяется профилактическим беседам среди населения. Сотрудники проводят пропагандирующую работу, организовывают информационные кампании, также обучают водителей и пешеходов правилам безопасности. Чтобы предотвратить дорожные происшествия, уносящие жизни людей, достаточно неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к смертельным авариям. Малика Измайлова, Джамалил Султыгов, Новости 24.